холдерами, и в Израиле они тоже бывают, понимаете, то есть это не что-то, относящееся к нам или к нашей стране, или еще как-то. Это психическое заболевание, с которым может случиться с любым человеком, любой национальности, любого вероисповедания, в любой социальной и политической ситуации, да, то есть просто психические заболевания случаются. И такие в том числе. Мы можем в какой-то момент действительно столкнуться и с такой семьей. Это холдерство, да, то есть собирательство, часто травматичного происхождения или, как психиатры говорят, коморбидного происхождения. То есть есть и какой-то травматичный опыт, и есть, скажем так, органические или еще какие-то особенности, которые такое создали. Да? Вот. Ну, для начала давайте с вами вот посмотрим на то, что это вообще за понятие такое, да? Откуда взялись ментальные, чем они отличаются от психических, вообще, что это за слова-то такие. На самом деле все очень просто. Психический — русское слово, ментальный — калька с английского, то есть mental health, психическое здоровье, дословно, да, то же самое. Но мы используем и то, и другое слово. Нам ментальное кажется помягче и как это сказать, менее так эмоционально нагружено. Когда мы представляем себе психические нарушения или психические особенности, рисуются сразу страшные психиатры и какие-то такие вещи. Да? Вот. Ну, то есть вот, для того, чтобы снять это такое нагромождение или стигматизацию этого понятия, стали чаще гуманистически настроенные социальные работники в первую очередь использовать такое понятие. Но это, по сути, одно и то же. Разницы здесь нет. Я предлагаю выделить 3 крупные группы особенностей, которые будут попадать в эту категорию. И первое из них – это нарушение развития, то есть это состояния, с которыми человек появился или с рождения, или с очень раннего возраста, и, по сути, они сопровождают его развитие и влияют на это развитие изменениями. Да? То есть, понятно, о чем идет речь. То есть, если, например, очень грубый пример, если у человека родился с интеллектуальными там, проблемами работы мозга, он растет, но, соответственно, он не может взять столько ни в 2 года, ни в 4, ни в 5, ни в 10, ни в 15. Это влияет на всю историю его развития. Да? То же самое касается там, каких-то других заболеваний. Например, в этой категории разные интеллектуальные нарушения, умственная отсталость в первую очередь, но не только она, могут быть и там, пограничные состояния, и всякие разные. Это СДВГ, синдром дефицита внимания, и расстройство аутистического спектра. Да? То есть, вот, например, они будут сильно влиять на то, как человек растет, развивается и что с ним становится в результате. Есть большая группа психических расстройств. Видите, тут уже речь идет про расстройство, то есть некоторые изменения, отклонения от нормы. Да? То есть что-то было когда-то построено или в идеале должно было бы быть построено, но оно расстроилось. Вот. И тут у нас как раз те самые заболевания, которые чаще всего и представляют для нас, для людей, работающих в социальной сфере, наибольшие трудности. Именно в этой категории депрессия, биполярное аффективное расстройство, ПТСР, особенно если это КПТСР, то есть комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, шизофрения или разные состояния шизофренического спектра, и много-много всего остального, что там есть, но вот это такие ключевые нам известные вещи, которые представляют серьезное затруднение. Но помимо серьезного затруднения я хотела бы обратить внимание на то, что с вами или с нами со всеми происходит, когда я даже просто перечисляю эти заболевания, да, какие у вас просто ассоциации рождаются. Вот я вам перечисляю список: депрессия, шизофрения, аффективное расстройство, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Как вам это воспринимать? Все плохо. Жизнь не удалась, все плохо. Что еще? Не
хочется, наверное, соприкасаться с Не- этим, Хочется да? не соприкасаться, да, хочется, чтобы это прошло как-то все мимо меня тем или иным способом, да. Возможно, помочь, не знаешь, как помочь. Беспомощность. Это столкновение с собственной беспомощностью, а она для нас вообще тяжела вдвойне, потому что нас вообще привело в эту сферу? Желание помогать. Да? И представляете себе, какой-то дурацкий диагноз, выраженный в конкретной какой-нибудь тетеньке, да, мешает нам нашей миссии помогать. Да? Вот она стоит вот такая вся со своим диагнозом и мешает нам реализовывать свою прекрасную, свою прекрасную цель и смысл. Да? Вот. И на самом деле, ведь я почему про это говорю? Потому что вот помимо объективных трудностей есть еще и очень серьезная эмоциональная нагруженность этих диагнозов. И нами, и нашими клиентами. Да? Есть вообще самое страшное из этого списка, вы же знаете что? Что? Нет, шизофрения, конечно, самое застигматизированное, потому что, кстати, это, объективно говоря, это не значит, что оно самое тяжелое. Во-первых, потому что это спектр, он бывает очень по-разному проявлен, это не всегда ужас и катастрофа, но самый застигматизированный диагноз – это шизофрения. И любая из женщин, легче будет ей принять, что у нее депрессия, нарушение, там, не знаю, аффекта в виде биполярного расстройства, вот. Или у меня посттравматическое расстройство, у меня тревожное расстройство. Да? Все это говорить легче, чем сказать, у меня шизофрения. Да, потому что это еще худшее из худшего, это получить такой именно диагноз. Да? Хотя, говорю, в реальности может быть очень разная картинка. Вот, но я это все еще... ну и третье, конечно, прекрасный кластер, тоже нами с вами любимый, и, в общем-то, в нашей теме не случайный, это зависимости. В первую очередь химические, но вот мои коллеги, когда я с ними обсуждала вот это выступление, настойчиво рекомендовали мне добавить игроманию, потому что она ничем бывает не легче, и у нас там не так много таких случаев, но они попадаются, когда человек ничего с собой сделать не может, но вот, собственно, вот идет и проигрывает деньги. От него никогда ничем не пахнет, но он явно не в себе. Да? Вот. Ну, в общем, вот такой список. И здесь тоже, в общем-то, мы испытываем довольно серьезные сложности, потому что зависимость – это тоже определенная необходимость вот, работать и с этим. На самом деле, по второму и третьему блоку проблем обязательно, но вообще-то желательно и по всем трем этим вот блокам нам иметь плотное и хорошее взаимодействие с врачом-психиатром. Это я говорила еще и с утра, как вы помните, да, повторю это еще раз, потому что и вчера я про это говорила, и вообще уже как попугай практически, потому что я правда считаю, что даже нам, психологам, не разобраться с этими состояниями, заболеваниями и особенностями без адекватно подобранной терапии, без адекватно поставленного диагноза и без регулярного наблюдения за динамикой состояния таких клиентов. Что? Или мне кажется, у меня галлюцинации уже слуховые. Но это не то. Нет, это видно, да. Вот. Это просто усталость. Мы надеемся. Надеемся. Но это никогда. Но с этого все и начинается. У меня ничего нету, со мной все в порядке. Это помним, да, потому что критичность – это то, что страдает у человека в ситуации психических заболеваний. То есть вот здесь это важно. Если мы видим, что у нас есть такая сложность, мы должны искать партнеров, мы должны искать здесь взаимодействие, помощи, поддержки. И, конечно, мы очень хотим, чтобы эти специалисты были высоко квалифицированными, современными, что очень важно, потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что есть стигма такой
карательной психиатрии, но с другой стороны мы знаем, что вообще-то это не то, чтобы чего совсем не существует в нашей стране. Да? Мы знаем, что есть такие страшные места, мы знаем, что есть такие врачи, которые до сих пор остаются на старых рельсах и не очень понимают, зачем вообще мы этим всем занимаемся и в чем суть нашей деятельности. Да? Вот. Ищем новых, современных, подготовленных, просвещенных и разбирающихся в современной фармакологии. Вот. Это важно, но если мы их находим, то наша профессиональная деятельность начинает приобретать надежду и шансы на какое-то разрешение, да, потому что это прям принципиально важная история. Вот, поэтому, если, опять же, мы возвращаемся к теме работы со случаем как раз, да, то в тот момент, когда мы предполагаем, замечаем или наблюдаем некие особенности, в нашем плане появляется прекрасный специалист, который называется психиатр. И это касается и наркологии, потому что, по сути своей, наркологией занимается тоже психиатр-нарколог, да, и это то, где мы не обойдемся без консультаций, сопровождения, наблюдения, ведения наших с вами клиентов. Вот. А там нет вопросов никаких? Нет. Нет? А там вообще кто-нибудь есть? Так Да? написано, Да? что 29 в чате, Ага. было 51 человек. Хорошо. Они Да. Я еще понимаю, что конец дня, и вообще сейчас вот некоторые когнитивные изменения можно наблюдать и по себе. Я вам серьезно говорю, между прочим. Мы устали, правда? Да, мы устали, концентрация внимания сейчас снижена, правда? Хочется на свежий воздух уже, чтобы перестали эти люди все это говорить. А теперь представьте, здесь бы появился, например, человек, который проводит тест на IQ. Прошли бы вы? Вот серьезно. Вот так. Опять же, стресс может быть продолжительным, да, про это нам сейчас вот рассказывала коллега, да, что вообще-то кризисное состояние, это же не один день, не один час, оно может быть разным. Но я к тому, что действительно вот эти вот все явления, да. 1 балл IQ. Да, один. Больше, чем Мы, с да, ментальными особенностями. Чуть выше, да, чуть выше. на 1 балл. Опять же, надеемся на это, как вы сказали, Лариса, мне, да, что мы хоть как-то, справимся. Но я, на самом деле, шутя об этом, поднимаю очень важную, на мой взгляд, тему того, насколько вообще условна граница между здоровыми и нездоровыми. Правда. То есть вот к нам приходят женщины в кризисной ситуации, про которые сейчас Яна рассказывала, мы можем ли их назвать психически здоровыми в этой точке? Сознание сужено, эмоциональная разбалансировка, когнитивные способности явно снижены, коридор планирования минимальный. Мы сейчас вам нормального человека описываем или нет? Вообще-то не очень, с точки зрения диагностики его состояния. Да, поработали, что-то с ним сделали, он успокоился, наелся, выспался, дай бог, и нам с вами тоже, да? Вот. И все восстанавливается. Да, и все восстанавливается. Но понятно, что есть время, когда этот человек явно не соответствует представлениям о здоровой психике. И мы с этим имеем дело довольно часто, сильно чаще, чем нам кажется. Состояния, безусловно, делятся на временные и хронические. И временные имеют надежду на изменения, хотя, кстати, это тоже не факт, потому что некоторые временные состояния острые потом переходят в хронические, особенно если вовремя не пролечена, не замечена и не оказана помощь. Да? Например, депрессия, которая не может не считаться хроническим заболеванием, вполне может стать довольно тяжелым и хроническим состоянием, которое развивается во что-то более тяжелое. Да? И что нам здесь важно, на что мы здесь обращаем фокус, обращаем внимание, когда работаем с клиентами такого типа. Нам важен все-таки не диагноз. Нам важно, как этот диагноз проявляется. Нам важно посмотреть на то, что в поведении у этой самой женщины, да, по важным для нас аспектам происходит. А именно,
готовность к изменениям и критичность, вот та самая критичность, я вот сейчас могу признать, что я сегодня похуже, чем с утра, или мне кажется, что я сейчас вещаю примерно как, там, не знаю, Златоуст какой-то, да, или все-таки я критичный, понимаю, что на меня влияет там усталость, да, и это разное. Очень важна вообще внутренняя ресурсность, еще и связанная с стремлением и с готовностью к стабилизации и быть в стабильном состоянии. То есть это тоже серьезная проблема. Не все готовы быть стабильными, не всем это нравится. Успокоение и спокойная, ровная жизнь лишает нас разных пиковых эмоций. И в этом смысле, например, аддиктивное, то есть зависимое поведение, да, оно может иметь такое стремление. Например, стремление быть зависимым или созависимым в партнерских отношениях – это бесконечные вот эти качели от ужаса до счастья, да? И я в них чувствую себя всегда живой, очень у меня там все бурно, да? Вот. И скучная, монотонная вот эта вот ваша серая жизнь, да, где там ничего не происходит вчера, сегодня и завтра. Вот видите, уже не так легко сделать выбор быть здоровым, да? Вот. Но это правда очень важно, да, и насколько каждый из нас, и наши клиентки в том числе, вообще готовы стабилизироваться и выдерживать это состояние стабильности. Ну и два важнейших пункта, насколько они качественно заботятся о себе, могут создавать условия, и точно так же вопрос, как они могут заботиться о ребенке. Если по каким-то из этих пунктов у нас трудности, у нас возникают большие сомнения, что наш план вообще имеет шансы на какое-то радостное разрешение. Вот, так что на эти критерии опираемся, смотрим, оцениваем и, возможно, отказываемся от того, куда мы дальше будем двигаться. Сейчас вот тут они немножко перепутались очередностью. Что еще, мне кажется, очень важным, что мы с вами должны будем обратить внимание на те компенсирующие условия среды и окружения, которые есть или отсутствуют в жизни наших клиентов. Да? То есть, если у нас мама какая угодно сложная, но есть бабушка, тетя, дядя, тоже мы сегодня с утра об этом говорили, кто может выступить ресурсом ресурсным окружением для этого ребенка, да, прекрасно подключаем, и тогда может быть надежд больше на какое-то изменение. То же самое касается с нашими ресурсами. А у нас что есть, что мы можем предложить? Достаточно ли наших вот этих всеобщих ресурсов для того, чтобы компенсировать те потребности, которые дефицитарны у родителя. Удается ли нам это все сделать? Или нет? Или вообще вот если по такой схеме у нас получается, что даже если мы все сделаем на свете, что только можно, мама будет оставаться в сложности, ребенок будет оставаться в опасности. Тогда опять вопрос, зачем мы все это делаем? Да? То есть в такой ситуации я бы сказала, что тоже бы, скорее всего, сохранять такое родительство смысла нет. Да? Вот. Ну и про варианты, последнее, что хочу сказать, про варианты маршрутов помощи вообще таким женщинам. Да. Нет, а может вы наоборот что-то интересное по теме? По теме, но это уже мы ответили на вопрос. Да. Ну ладно. Вот, потому что я люблю, чтобы поговорили, сразу проснемся все того гляди. Я просто начинаю думать, как вас к себе затащить с супервизией. Смотрите, хорошо себя продаю, да? Да. Собственно, какие три маршрута помощи здесь могут быть, когда мы говорим про женщин с ментальными особенностями? Маршрут первый. Она в перспективе, после всех наших реабилитационных мероприятий в центре, после профилактики отказов,
справляется, набирает достаточно навыков и уходит в самостоятельную жизнь, где ей только частично, может быть, а может быть и совсем никак, не нужно сопровождение. Да? Ну, то есть, чаще, я бы сказала, все равно в каком-то виде, может быть, нужно, но достаточно, все безопасно, она закрывает потребности, мы можем в виде какой-то разовой помощи или каких-то отдельных разовых услуг на дому помогать ей что-то реализовывать, там, не знаю, деньги считать, например, у нее снижение интеллекта, и тут у нее проблема. А все остальное, в принципе, плюс-минус сама решает. Чего бы ей тогда не справляться с этими задачами? Да? Мы подстраховываем, она их решает. Второй вариант, если мы приходим к выводу, что без нашей помощи эта семья не сможет жить самостоятельно. Сохраняются постоянные риски. Не знаю, мама так и не может научиться одевать ребенка по погоде. Мама так и не может понять, сколько еды надо давать ребенку в сутки, сколько мало, сколько много, как давать лекарства. Вот никак, да, то есть мы понимаем, что ребенок находится в этой зоне риска, да. И у нас тогда еще есть разделение на два маршрута. Маршрут 1. Если у нас, опять же, в среде созданы такие условия, что у нас есть общины, центры постоянного проживания, я не знаю, расширенная семья, такая, представьте себе, какая-нибудь деревня, в которой есть вот этот опыт принятия и поддержки. Я, на самом деле, кажется, что говорю какой-то бред, но вообще-то испокон веку наши предки ровно так и жили. Да, то есть если в деревне появлялся какой-нибудь, да, с чем-нибудь, как они там жили-то? А вот так и жили, приходили соседи, что-то там как-то помогали, когда-то забирали, когда-то подстраховывали. То есть это не то, чтобы совсем, знаете ли, нет таких явлений. Ну и плюс сейчас есть такие общины, они как-то создаются, что у вас в регионе здесь, я не знаю. Есть такие центры, да, в которых можно как-то проживать долго. У нас есть такие случаи, когда после нашего центра временного размещения в Подмосковье другой центр принимал наших мам с детьми. И они там живут как, вот в такой в расширенной семье большой, да, на одной территории, где как-то вот они существуют. Это что? Что здесь важно? Что все-таки частично из-за базовой потребности этот родитель отвечает сам, да? Понятно, о чем речь. То есть в чем-то поддержка нужна, но все-таки по базовым вещам она справляется со своим родительством. И, собственно, третий, да. Это оно и есть. Это оно и есть. Это и есть сопровождаемое проживание. Только мы его здесь, я этого слова не писала, но по сути это оно. И эти модели в мире существуют. Эти модели даже в каких-то точных вариантах существуют и у нас в стране, да, когда женщина попадает в такую среду, где есть эта поддержка. Или третий уже тот сценарий, когда мы понимаем, что нет, мы не можем сохранить эту семью и это родительство, и нам нужно разлучать маму с ребенком, потому что госпитализация, потому что зависимость, надо лечиться, потому что обострение психического состояния, потому что еще что угодно, да, но вместе они не могут, потому что первичной становится задача реабилитации матери или лечения матери. И тогда у нас возникает вопрос, куда ребенка. И мы это тоже с утра обсуждали. В идеале, на мой взгляд, как раз ресурсная семья в таких ситуациях бы работала лучше, чем учреждение. Если мы говорим про временное устройство, особенно именно это хорошо было бы, да, потому что тут же бывает так, что заболевание в таком состоянии или такого вида, что улучшения не будет. И мы знаем, что это не временное устройство, а постоянное. У нас все-таки тогда одна история. Но если мы понимаем, что нам это нужно на время, да, маршрут немножко меняется. То есть я бы сказала так, что опираясь на вот идеи технологии ведения случая, на идеи вот этой маршрутизации, нам все-таки важно понимать степень сохранности материнских функций, да, и понимание того, насколько наша социальная работа может компенсировать эти дефициты, да, взять их на себя, и насколько этого всего в сумме будет достаточно. Вот если как-то коротко, то примерно вот так. Я не очень ли долго? Ой, да? Вопросов нет, да?
Нет. Спасибо, Юлия, может быть, у вас есть вопросы, огромное, кстати, да. коллеги? Коллеги, кто в зале, есть вопросы вообще ко всем выступающим, потому что мы завершили семинар, и как раз у нас сейчас время для вопросов. Можно задавать всем, да. К Яне Владимировне есть вопрос. Вы говорите с одной консультацией, да? И я так поняла, что у вас все индивидуально, но частота и все-таки какой-то средний срок. Вот, за сколько женщина Кризисном, если говорить про кризисное консультирование, консультация идет 60 минут, это терапевтическая сессия. На первоначальном этапе, пока идет кризисное состояние, они через сколько дней приходят? на следующий день приходят. Каждый день она Да. У меня есть вопрос, можно, да? Мгм. Меня интересует срок пребывания семей в приюте женском. Максимальный срок и самый. Значит, максимальный срок у нас вот где-то около года, да? Ну, у нас мы берем вначале на 3 месяца, да, и потом дальше пролонгируем в зависимости от того, какая ситуация у женщины. Самая максимальная у нас проживала год и 2 месяца. Это бабушка, это не наша категория, это взрослая женщина 76 лет и внучка 16 лет. Опять мы сделали исключение для комиссии по делам несовершеннолетних, когда они попросили до урегулирования ситуации, до выезда сына вот этой бабушки, который являлся наркоманом, активным пользователем, и там был размен квартиры, и она у нас жила. Все зависит от того, насколько долго сработает как сработает юрист, да, и решит все вопросы. Если чем больше у женщины накопилось проблем, да, тем дольше проживание возможно в кризисном центре. Мы не ограничиваем, не выселяем. Если у нас есть места, мы дальше продолжаем. Если женщина выселяется, Яна Владимировна уже сказала, мы дальше продолжаем, если закрытие случая, он не всегда закрытие случая является снятием с сопровождения. Да? Закрытие случая в стационаре и дальше сопровождаем либо активная фаза, либо пассивная. И если это пассивная фаза, она может приходить просто на различные мероприятия, получать билеты на концерты, на мастер-классы с детьми, в театр, да, подарки на Новый год для ребенка. А если это активная фаза, то она дальше заезжает обратно, въезжает в свою же квартиру отвоеванную, либо размененную с родными, да, и дальше приходит уже к Яне на консультацию, и мы дальше тоже продолжаем с ней работу. Потому что не всегда решается. Либо выезжают женщины у нас вместе проживают, да, в кризисном отделении, с кем-то подружатся, у них одинаковые проблемы, но разный возраст детей, а может быть и одинаковый возраст. Они выезжают, снимают жилье где-то недалеко от нашего центра, вот, и к нам ходят на консультации. Мама, одна из мам работает, а вторая сидит с ее ребенком и со своим, если они не того возраста, чтобы к нам можно приводить в детский сад. Вот такие еще такое Можно сопровождение. Я тоже отвечу, да, потому что у нас тоже же есть приют и для мам с детьми. И в нашей ситуации у нас был самый длительный 1,5 года, а самый короткий 1 день. Так тоже бывает. То есть мне кажется принципиально важным здесь не привязывать к срокам, а привязывать к задачам. Да? То есть все-таки мы опираемся на то, каковы цели и каков наш план, да, то есть опять та самая технология ведения случая и понимание того, какой объем задач необходимо решать нашим клиентам. Что, простите? Зависит от цели, а потом и от результата, естественно, да, потому что если у нас женщина успешно выполнила весь план, по которому надо было пройти за месяц, нам нет никакого смысла с ней задерживаться дольше. Вот. Или если мы с ней что-то запланировали, но появилась ее мама, которая сказала, я вас забираю, что как так могло выйти, я не знаю, чего-нибудь, и приезжает и забирает, мы, конечно, тоже закрываем случай, даже если это произойдет там через 2 дня, потому что, по сути,
Нам нечего больше делать. Решен вопрос жилья, решен вопрос там, содержания, и это может быть только, там, например, поддержка какими-то вещами на ребенка. То есть это всегда продиктовано теми целями и задачами, которые диктует случай конкретный. Вот. Угу. Один психолог сколько консультаций в день проводит? Вообще, по-хорошему 4, но у нас бывает, что какие-то, форс-мажорные обстоятельства, это может быть и 6 консультаций. А тогда, если каждый день они ходят, то 4 женщины ходят каждый день, а остальные что делают? Или у вас много? Нет, у нас Нет, я же говорила про кризисные состояния, да, вот смотрите, для работы выход на стабилизацию эмоционального состояния уходит где-то месяц в среднем, максимум это 1,5. Дальше периодичность ее работы 1 раз в неделю, либо 2 раза в неделю, то есть в зависимости от ее состояния. Вот эта периодичность каждый день только в остром состоянии. 23 женщины, думаю, как же они каждый день ходят? Не-не-не, это только про острое состояние. Да, и есть еще же психологи, не один психолог работает. Да. Еще вопрос, потому что там вот несколько раз прозвучало у разных докладчиков, что первая проблема – это жилья нет. И вот у вас все-таки огромный опыт, 20 лет, 23 года. Вы какие-то наработали пути вот по этому вопросу? Как вы помогаете? Дальше там было, чтобы акт обследования жилищных условий проводите, и куда вы потом его сдаете, куда вы с ним идете. У нас тоже это обстоит остро, поэтому хотелось бы больше опыта. Я думаю, у всех коллег разный опыт, но так или иначе он к нескольким вариантам сходится. Один из них, например, это помощь наиболее ресурсным семьям, которые сами могут заработать в будущем на жилье, сделать вот этот первый стартовый шаг. А в 2 центрах из 3, которые работают, где работают мои коллеги в Новосибирске, есть такое правило, что мама за время проживания в центре должна тратить на себя не более 20% тех средств, которые она имеет в виде дохода, пособия, там, заработок и так далее. При этом она находится в большей степени на нашем обеспечении. Мы предоставляем ей продукты питания, хозтовары, средства гигиены и тому подобное. Мама же эти деньги откладывает на своем счете в банке для того, чтобы у нее накопилась определенная сумма. И если к этому добавить неиспользованный материнский капитал, то в принципе, да, за год, за 1,5 проживания некоторые мамы у нас подкапливают до 1,5 миллионов рублей, что более чем достаточно для первоначального взноса на покупку жилья в ипотеку. Плюс потом заработок, который позволяет ей работать и получать уже доход, который покрывал бы эти расходы. Если у этой мамы есть проблемы с образованием, мы помогаем ей пройти курсы получения какой-либо рабочей профессии, поиск работы. Но здесь мы говорим о высокомотивированных и достаточно ресурсных семьях. Если здесь речь идет о другой, более сложной категории семей, которые не потянут подобного рода расходы в будущем, мы понимаем, что их доход не позволит им поддерживать ипотеку, то, как правило, стараемся помочь найти такую работу, которая позволила арендовать недорогое жилье. В этом плане, например, наш город предоставляет разные варианты. Там есть достаточно дорогая аренда, но есть и очень дешевые варианты социального жилья. И это, наверное, для этой категории это более реалистичный путь, который позволил бы им найти такой выход. А рассчитывать на получение социального жилья, например, в условиях нашего города практически невозможно. Только выпускницы детских домов, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут иметь шанс получить его, и то через достаточно длительное время. Все остальное это практически гиблое дело стояния многолетней очереди, и мы стараемся всем женщинам дать мотивацию на то, что эту проблему надо решать своими силами. Помощь государства в нашем регионе она практически никак себя не проявляет. А я спросила, почему? Потому что у нас в Ленском ВУЗе есть одно НКО, которое по защите прав потребителей, они именно вот людям, которых фонд аварийный, но которые не могут сами пакет документов сами. Вот они такую сделали. Да. И они вот как раз по очереди. Кстати говоря, опять же, категория аварийности каждый регион устанавливает сам, это право субъекта. У нас, например, в области они такие, что надо, чтобы ваше жилье полностью развалилось и исчезло, тогда его еще признают аварийным. Пока там течет, падает там и так далее, это еще требует косметический ремонт. Но они не имеют пакет документов, и они даже не знали, что у них есть такие пенсии, всякие. Интересно, спасибо.
Есть еще, да, еще добавлю, потому что есть еще клиентки из числа детей-сирот, да, и у них, как правило, не все документы собраны, а бывает вообще не поставлены на очередь, и в этом помогает очень юрист или адвокат, защищает их права и ставит на учет и содействует получению жилья. Есть такие варианты. И есть еще, когда у клиентки, которая к нам попадает, есть большой долг. Они, как правило, все берут кредиты, они закредитованы, и это им мешает вообще взять кредит, поступить на работу, оформиться официально на работу. И, соответственно, мы помогаем реструктурировать долг. Да, адвокат, тише, пожалуйста, Юль. Вот, нет. Вот. И, естественно, тоже выходит из ситуации, этим самым помогая. Ну и, как я уже сказала, вот, что люди снимают совместно, это им тоже помогает. Естественно, до определенного конфликта. Бывает, что проживание они нормально, против кого дружим, да, живут хорошо, потом выходят, и бывает, что распадается вот такая пара, да, на проживание, да, но все равно мы изыскиваем средства, мы помогаем. Некоторые организации, ну и мы тоже, бывает, что мы оплачивали проживание при выезде первый месяц-два. Это тоже помогает для женщин, которые устроили уже в садик, решили вопрос с долгами и могут официально устроиться на работу. Все. Спасибо большое, что приехали, что поделились. Мы теперь знаем, найдем ваши сайты, подпишемся на вас, да, будем следить, скачаем ваши все документы, очень интересные, которые, кстати, очень подробно расписаны, какие документы нужны. Слайд очень интересный, хороший. У меня такой личный вопрос, может быть, покажется вам смешным или не смешным, но меня лично интересует очень сильно, как вот вы 20 лет работаете с такими вот трагедиями, да, и как вы восстанавливаетесь? Вы танцуете, поете, у вас какое хобби? Вот как вы выходите? Потому что я вижу, что вы все сохранные. Все и сразу. Ну, как сказала Юля, это не совсем Мы так. еще не прошли диагностику, поэтому насколько мы сохранны, мы не знаем. Не знаю, наверное, танцуем и поем. И мы смеемся, когда нам задают такой вопрос. Мы очень хорошее средство, да, мы чай пьем горячий каждый час, бывает так, а на самом деле это снятие энергии, да, которую вы накопили от клиентов, это очень хорошая такое профилактика, да. Вот, что мы, говорит, что мы делаем, да, мы едим и едим, иногда очень хочется сладкого, и мы полнеем, так что не всегда сохранны, то есть если видите раньше и сейчас, да. Вот, ну, конечно, поездки, я считаю, вот всегда поездки куда-то и общение с коллегами, и когда вы задаете вопросы, и мы сами растем и профессионально, да, на обучение мы сами ездим, это тоже профилактика выгорания. Когда к нам приезжают, мы проводим, например, конференции, и эти конференции это по обмену опытом, по расширению партнерских связей. На самом деле любая поездка на конференцию расширяет не только связи с другими организациями, это как профилактика выгорания, это смена деятельности. Но вот что, да, конечно, каждый специалист, если он квалифицированный специалист, психолог, он повышает свою компетентность профессиональную. Это тоже говорит, чем больше знает методик не только работы с клиентами, но и как себя обезопасить, да, соответственно, человек тоже может устояться при работе с такими клиентами. Ну и всегда не углубляться, а соблюдать границы, что не всегда мы можем, да, мы можем эмоционально среагировать на какие-то случаи, которые в вашей семье, в самой семье произошли, и нужно здесь, ну, наверное, здесь руководителям нужно знать, какие специалисты с какими клиентами могут работать и куда лучше перенаправить какого клиента, потому что бывают специалисты-психологи, которые, ну, лично вот у нас работают, некоторые говорят, я не могу работать с такими ситуациями, потому что до конца еще у меня эта ситуация не проработана у самой, я хожу на личную терапию. Вот такое возможно. Что-то добавить? Да, я хотела бы еще... Да, сейчас. Давайте я добавлю.
Да, мы поддерживаем. Некоторые у нас даже, у меня, например, 2 крестника, который 1 июля 2004 года родился, это первый наш спрофилактированный отказ, и ему уже вот 19 лет, да, он пришел там, да, к нам как раз 20-летие организации, мы его презентовали, да. И мы поддерживаем, они могут прийти просто к нам с тортиком и сказать, вот у нас произошли такие-то изменения. Они могут прийти к психологам, поделиться своей радостью, либо прийти наоборот с вопросом, ребенок пошел в школу, ребенок там поступил, и нам уже не нужно с самого начала, да, узнавать историю этой семьи, мы и так знаем, ну, в общем, практически, да. Алла хотела вот добавить. Я как раз, да, хотела сказать про то, что очень помогает на самом деле, когда ты видишь результаты своей работы, результаты работы команды специалистов, особенно в тех случаях, когда иногда кажется, что помочь практически ничем невозможно, а потом потихоньку раскручивая клубок каких-то вопросов, ситуаций, проблем и так далее, все равно выходишь на тот результат, который получается, и это классно, и это как раз-таки один из вариантов профилактики. Еще команда, конечно, должна быть, командный дух, скажешь тоже, Юль, да? Командный дух внутри коллектива, он должен быть, мягко говоря, не конфликтный, да, он должен быть, да, сплоченность команды, понимание миссии организации, то, что ты встроен, да, то, что ты встроен, и ты разделяешь эти ценности. Что, Татьяна? Да. Может быть, в микрофон обмениваемся опытом, делимся своим и понимаем другой опыт. Мне интересно, вот вы из Якутска какой опыт привезете? Откуда? Из Якутска какой я опыт увезу? Это вопрос подстава. Потому что мне захотелось сказать сразу, что вкусные конфеты. Вот, но... Да, ваши. Купила сейчас, да. Там птичка, что-то такое. Какие? Нет еще. Ну вот впереди, да. Вот видите, мне же самой захотелось в конфеты уйти, да? Вы знаете, я так могу сказать, у меня возникло какое-то такое ощущение или впечатление, возможно, оно ошибочное, что вы сейчас как-то так у вас, знаете, какая-то бурная точка роста. Может быть, у меня не объективный срез, но потому как я сегодня слушала заседание, у меня возникло ощущение, что у вас сейчас в регионе пошли какие-то тектонические плиты. Уж в связи с чем, я не знаю, да, но как будто бы вот там такая-то служба организовалась, тут какая-то активность, вон психиатр сюда пришел и оказался хорошим человеком, да, и так далее, да, то есть вот какое-то ощущение, что есть какое-то движение. И похоже, что вот эта вот какая-то энергия старта, да, вот она меня сейчас даже немножко погрела, какого-то ощущения, что, ну, знаете, когда начинаешь дело какое-то, еще, может быть, ты еще ничего не знаешь, может, даже ты еще ничего не умеешь, но энергии-то столько, что горы сворачиваются, да, и вот у меня какое-то ощущение, что у вас такая стадия, такой этап, я не знаю, я увожу отсюда ощущение погретости вот такими настроениями, активностью, жизнью, какими-то такими, какой-то смелостью, вот, готовностью размышлять и искать решения. Вот, наверное, вот так. Может, мне показалось, я не знаю. Не показалось. Во. Тепло — это наше все. Очень теплое. Теплое, да. Погода нам помогла. Почему вам показалось, что движение? Потому что как раз перед пандемией, как раз вот Микрофон говорите, чтобы слышно было. перед пандемией, как раз вот у нас председателем Ольга Михайловна была, ну вот как это называлось, ревизию делали или там вот? Мониторинг, что ли? Мониторинг проводили, да, и там ну вот все это вот это было записано и отправлено, и, видимо, было очень хорошо ведомствами услышано, да, потому что это тоже без справки, без исследования ниоткуда не появятся ни ресурсы, ни законы, ни деньги, правильно? Да. Ну, поэтому это вот многолетняя работа, наверное. Ну вот. Желаем командного духа. Да, Всем да. субъектам системы профилактики, всем, Да. кто включен в данную тему, в тему приютов. Надеемся, что у вас будут открыты
встроены в систему в общую. Вот, и реорганизация всех ваших учреждений, чтобы Они все привели- реорганизовались, кроме Да, одного. Ну, чтобы они, это сейчас как раз это происходит, Да, Юля правильно да. заметила, что вот это тектонический сдвиг, да, надеюсь, что он выведет к тому, чтобы у вас снизилось количество семейного неблагополучия, снизились показатели сирот при живых родителях и взяли уже нормальный фокус на работу с родной семьей, и, соответственно, тогда будет меньше неблагополучия и сирот при живых родителях. То, к чему мы все, в принципе, стремимся и ради чего мы сюда, в том числе, приехали. И будет у нас в наш сборник включен еще один центр временного проживания для женщин с детьми. Дополнительно к нашему? Да, Мы-то дополнительно тоже. к вашему, еще Ага. дополнительно, конечно, ради этого мы тоже всей командой работаем, и мы рады будем приехать еще раз, если нужно провести более углубленное обучение и со специалистами уже организации, всеми, кто захочет открывать приюты у себя в территории, у себя в районе и по республике. Спасибо. Да, вот мне что хочется сказать, да? Ну, и мы все, наверное, вот, и которые потом прослушают и посмотрят и круглый стол. В записи я очень многие мероприятия смотрю тоже в записи. Не всегда успеваешь участвовать в таком онлайн-режиме даже, да? Но когда выложат это все на Ютубе, могут все люди ознакомиться в удобное им время, осмысленно все это прослушать, и все это сохранится. Я хотела сказать, ну, вам благодарность очень большая, но с Юлией вот я впервые познакомилась, вот вчера буквально, это действительно, ну, как рекомендовали в теплом доме, очень хороший специалист, и вот все уже даже контакты тут сидели, шушукались, Туяра Валерьевна, разные, вот даже Владимир Васильевич. Хочу сказать, что вот нас активно подключались все, и как особенность, вот у нас как национальную черту, я вот хочу подчеркнуть, да, что мы очень любим в нашей республике, мы очень такие отдаленные, да, но тем не менее, и это может быть особенностью какой-то является, что мы очень любим учиться, да, вот это отмечали иностранцы всегда, когда мы с ними даже общались, и говорят, что вам все нужно, вы все хотите знать, вы все там прямо новое, все такое. Я говорю, а разве может быть как-то иначе, да? Я сказала, очень даже может быть, что, допустим, в Африке, вот они рассказывали пример, что едут они куда-то, там машина сломалась, и начинают они танцевать, вот, да, как бы останавливают, и все, веселятся, танцуют, и это, наши бы там начали бы, конечно, тут же разбирать, там все это делать, у нас тут не потанцуешь на морозе в 50 градусов, да, поэтому нужно обязательно что-то, у нас вот, видимо, образ жизни такой сложился, что у нас борьба за выживание идет все время. Вот с лета, там всю зиму и просто такое. Поэтому, когда даже гости приезжают, как вы тут живете в мороз, когда приедут в зимние, говорят, вот выживание просто буквально в натуральном виде. И поэтому вот стремление что-то улучшить, вот что-то перенять лучшее, это у нас в крови, можно сказать. И мы очень благодарны новым знаниям и надеемся, что, ну, это такой не последний приезд и помощь от вас, опытных специалистов. Спасибо. Спасибо вам огромное, и огромное спасибо за организацию и круглого стола, и семинара вашему фонду. Спасибо огромное, Ольга Михайловна. И, конечно, еще хотела бы напомнить, что этого бы всего не состоялась и наша поездка, Да. если бы не стажировка в рамках программы и поддержки фонда Елены и Геннадия Тимченко и нашей стажировочной и нашей площадки выездных экспертов. Это при поддержке благотворительного фонда «Абсолют помощь», город Москва. Спасибо.